Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. В 45 лет пора задуматься о финансовом положении в старости. Россиян планируют информировать о размере будущей пенсии. Движение WorldSkills Russia повышает качество профмастерства. В Нерюнгри чемпионат стартовал в компетенции медицинский и социальный уход. В Ленск продолжают приезжать молодые специалисты, в том числе и педагоги. Активную поддержку им оказывает администрация района. «Газпром» планирует полностью завершить технически возможную газификацию в России к 2030 году. Накануне Владимир Путин встретился с председателем правления компании Алексеем Миллером. Так, по планам «Газпрома» к 2030 году построят более 24 тысяч километров газопроводов и будет газифицировано порядка 3,5 тысяч населенных пунктов. К концу 2025 года в 35 регионах России полностью завершат сетевую газификацию. Кроме того, Миллер отметил, что объемы добычи газа позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и на зарубежных рынках. Оценку эффективности вакцины от коронавируса Эпивак Корона, разработанной центром «Вектор», дадут в феврале. Об этом сообщил журналистам гендиректор центра Ринат Максютов. Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической и профилактической эффективности, сказал он. Ранее Роспотребнадзор заявил о 100% иммунологической эффективности вакцины в ходе первой и второй фазы клинических испытаний. Россиян планируют информировать о размере будущей пенсии. Законопроект об этом готовят к первому чтению в Госдуме. Получать уведомления о своих пенсионных накоплениях граждане начнут с 45 лет. Как пояснили в Минтруде, именно к этому моменту люди задумываются о своем финансовом положении в преклонном возрасте. Приходить такие сообщения будут автоматически в личный кабинет на портале госуслуг один раз в 3 года. Также в случае принятия закона уже с апреля этого года социальные доплаты к пенсии начнут приходить автоматически. Актированный день объявили в нескольких районах Якутии сегодня. Полностью уроки в школах приостановили из-за холодов в Намском, Амгинском, Усть-Майском и Чурапчинском районах. Там зафиксировали температуру ниже 50 градусов. Также занятия отменены для всех школьников в Сунтарском районе, где температура воздуха составила минус 46 градусов при ветре 2 метра в секунду. В Хангаласском районе уроки отменены для учащихся с 1 по 9 классы. Там столбик термометра опустился до минус 49. С 1 по 8 классы частично не учатся в Тампонском районе, где зафиксировано минус 50 градусов. В Момском, Среднеколымском и Верхневилюйском районах занятия приостановлены с 1 по 5 классы. 40 объектов намерены благоустроить в Якутии по проекту формирования комфортной городской среды в текущем году. В частности, это 7 общественных территорий, 2 из которых победители Всероссийского конкурса лучших проектов. Также благоустроят 33 дворовых территорий в 18 муниципальных образованиях. Общее финансирование проекта составит более 370 миллионов рублей, большую часть из которых выделят из федерального бюджета. Отметим, что в 2020 году в регионе обустроили 56 объектов, также ввели 45 дворовых и 7 общественных территорий. Движение WorldSkills Russia повышает качество профмастерства студентов. Это, в свою очередь, поможет им в трудоустройстве. Об этом сообщил зампред правительства Якутии Сергей Местников. Накануне он посетил Якутский колледж технологии и дизайна. В этом учебном заведении традиционно проходят соревнования регионального этапа чемпионата профмастерства. Движение становится популярным среди студентов и молодых профессионалов. Пандемия коронавируса в этом году не помешала провести региональный этап. На сегодняшний момент ваши участники подготовлены. У вас великолепный эксперт, который отвечает за подготовку ваших участников. Он принимал участие в мировом чемпионате. Это Яковлева Ольга Васильевна, то есть она занимается подготовкой участников. Ваших участников большие перспективы, отличная материально-техническая база. Я думаю, у вас высокие шансы на победу. В этом году пока никаких корректив нет, все чемпионаты проходят в очном режиме, но
пандемия нам не сильно вредит, так как наша компетенция имеет возможность проведения чемпионата полностью в удаленном формате. Мы не изменяем конкурсные задания, и участники наши имеют возможность подготавливаться на удаленном формате. То есть мы даем удаленный доступ к компьютерам, они спокойно проходят подготовку, выполняют конкурсные задания. Тем временем в Нерюнгри стартовал чемпионат профмастерства в компетенции медицинский и социальный уход. На базе Нерюнгринского медколледжа соревнования пройдут по двум категориям. Это юниоры и молодые профессионалы, рассказывает Ирина Кичигина. Участники конкурса профессионального мастерства WorldSkills в компетенции медицинский и сестринский уход в этом году представлены из 8 районов Якутии. В категории юниоры за призовые места будут соревноваться участники из Нерюнгри, Якутска, Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Намского и Чурапчинского улусов. Все они победители районных соревнований. Им необходимо пройти 4 модуля. Это домашний уход, стационар, хоспис и создание постера. Принять участие в конкурсе может любой желающий школьник. Да, это просто школьники. Есть с уклоном биологическим, те, кто уже выбирает медицину уже заранее. Готовят в основном и родители, готовят в основном тоже медицинским образованием, и преподаватели в школе, социальные педагоги, готовят медицинские сестры, помогают. Категорию «Молодые профессионалы» представляют 8 студентов. По 2 человека из Жатайского, Нерюнгринского, Якутского и Алданского медицинских колледжей. В Нерюнгри соревнования в этой категории проходят 2-й год. Участники, которые приехали не первый раз, отмечают высокий уровень организации, материального и технического оснащения конкурса. Я в прошлом году здесь же участвовала, и, конечно, волнение есть, без этого никак. Сегодня будет 4 площадки. Буду помогать пациенту в зависимости от того, какие у него будут проблемы. Буду делать так, чтобы ему стало легче и удовлетворить его потребности. Студенты проявят свое мастерство в 5 модулях. Уход за больным в стационаре, в домашних условиях, в дневном стационаре, доме престарелых и создание постера. Имена победителей мы узнаем 24 января, когда участники обеих категорий пройдут все испытания и будут подведены итоги чемпионата. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. В Ленск продолжают приезжать молодые специалисты, в том числе и педагоги. Благодаря поддержке районной администрации каждый год их число растет. В 2020-м в район для трудоустройства прибыло более 30 специалистов. Подробности у Светланы Болеевой. Для привлечения педагогов в Ленский район разработаны программы на местном муниципальном уровне по поддержке молодых специалистов. Это выплата подъемных и предоставление жилья. Благодаря созданным условиям молодые специалисты продолжают пребывать в Ленск. У нас есть 2 категории специалистов. Это специалисты, которые прибывают из других регионов, приглашают их руководители учреждений. И также наши ученики, которые прибыли обратно в родной Ленский район и первое место работы в наших образовательных учреждениях. Елена Курсакова, уроженка Ленского района, воспитывала в семье педагогов. С детства хорошо пела и занималась в ансамбле. Посещала музыкальную школу, играла на скрипке. Всю свою осознанную жизнь, девушка признается, мечтала стать певицей. Так, окончив школу, поступила в Институт культуры и искусств. Потом я уехала в Санкт-Петербург, очень долго я там прожила. Училась в Институте культуры и искусств на кафедре русского народного песенного искусства. И потом решила вернуться в родные Пенаты и здесь продолжать дело, в котором, в принципе, я и живу всю жизнь. Приехав в Ленск, Елена устроилась педагогом в Центр дополнительного образования СРГ. Руководит вокально-хоровым коллективом русской народной песни «Былиночка». С детишками мы учимся русскому народному песенному искусству. Конечно, 21 век – это поколение Инстаграма, ТикТока, но я считаю, что наши дети, дети России, не должны быть Иванами, не знающими своего родства. На уроке Лены, несмотря на морозы, ребята бегут с удовольствием, признаются, что занятия ждут с нетерпением. Мне нравится, что мы так поем, учим песню уже, другую начали петь, учить. На сцену ходим иногда, учим.
скоро начнем выступать, когда... Даже мальчишки, которых в коллективе всего двое, с горящими глазами изучают новые произведения. Я люблю очень петь и хочу стать знаменитым певцом. Мы узнаем больше всего о музыке, о нотах, о много чем. Мы все любим петь и любим говорить разные скороговорки. А как ждут они выходов на сцену, когда каждый может почувствовать себя настоящим певцом? Уже шиты костюмы, выучены песни, отрепетировано все до мелочей. Остается надеяться, что скоро будут сняты все ограничительные меры и вновь станут возможными массовые мероприятия. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Хангаласский район – один из самых перспективных в республике в области туризма. Накануне провели круглый стол на тему «Туристический бренд Хангаласского района». Участие в нем приняли архитекторы, дизайнеры, представители туристических агентств и органов муниципальной власти. Главная задача – сделать бренд Хангаласский район известным, рассказывает Александр Хавренко. Главная достопримечательность Хангаласского района – это бесспорно объект ЮНЕСКО «Ленские столбы». Но этот уникальный природный комплекс – лишь небольшая часть от всего туристического потенциала района. Мы видим, что это уникальный объект, есть у него статус ЮНЕСКО, есть привлекательные туристические объекты на территориях вокруг. И мы понимаем, что если правильно их связать друг с другом, если правильно выстроить инфраструктуру, если правильно их представить в медиа, правильно представить в социальных сетях, то этот проект может сложиться, может как единое целое заработать и стать очень привлекательным точкой, дестинацией для посещения. Хангаласский улус как единый туристический бренд решено развивать в рамках первого всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров. Конкурс был организован агентством туристических инициатив. Якутия также принимала в нем участие. На территории туристско-рекреационного кластера проживает треть нашей республики, и реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни населения, которое проживает на этой территории. Проект действительно колоссальный, интересный, очень перспективный. Мы провели такое некое переосмысление туристского продукта на этой территории. Сегодня разработан единый бренд, единый архитектурный стиль, который позволит туристам на территории этого кластера провести свое время достаточно на высоком уровне и получить новые впечатления. На сегодняшний день уже разработан брендбук с фирменным стилем и логотипами, и в ближайшее время начнутся работы по приведению всех объектов кластера к единому узнаваемому стилю. А значит, Хангаласский район имеет все шансы стать настоящим центром туристической отрасли Якутии. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.